Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. 122. Не путать 112. Изменен номер телефона горячей линии по коронавирусу. Более 10 резидентов, 3 года практики и новые бизнес-проекты. В свободное плавание отправятся первые выпускники бизнес-инкубатора в Ленске. Этим искусством владели Чайковский, Шопен, Рахманинов и многие другие виртуозы. День пианиста отметили в Якутской детской школе искусств. Официально завершилась навигация этого года. План завоза перевыполнен на 1% и составил 1 миллион 146 тысяч тонн грузов. Из них более 320 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов доставили в арктические районы. Отмечается, что в текущем году план удалось выполнить, несмотря на трудности, возникшие в результате лесных пожаров и низких уровней воды на реках Амга, Вилюй, Алдан, Яна и Колыма. В настоящее время готовятся к зимним перевозкам автомобильным транспортом. Ежегодно по зимникам перевозят порядка 700 тысяч тонн. Сохраняется в регионе высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Еще 291 случай заражения фиксируют за минувшие сутки. Из них 143 в Якутске. 18 человек заболели в Мирнинском районе, 15 в Нерюнгринском, 11 в Кангаласском, 8 в Булунском, 6 в Намском. По 14 заражений в Ленском, Егино-Кангаласском и Усть-Алданском районах, по 10 в Алданском и Миконском, по 5 в Нюрбинском и Усть-Майском, по 4 в Нижнеколымском и Среднеколымском, по 3 в Кобяйском и Устьянском, по 2 в Алаиховском и Горном районах. За сутки лаборатории исследовали более 2000 проб на ковид. По данным медицинских организаций, в тяжелом состоянии на сегодняшний день находится 139 человек. В том числе на искусственной вентиляции легких 35 человек. Получили первую вакцинацию 416 406 человек, что составляет 58% взрослого населения. Первым компонентом провакцинировано жителей старше 60 лет в республике 80 297 человек. Ревакцинацию прошли 34 916 человек. Номер телефона горячей линии по коронавирусу изменен на короткий 122. Ранее жители республики получали консультацию, позвонив по номеру 8 800 114 03. Теперь якутянам доступны следующие функции горячей линии: соединение с колл-центром Якутской городской больницы номер 3, с операторами по вопросам соцзащиты населения, волонтерской или психологической поддержки, а также соединение с колл-центром по вопросам здравоохранения, в том числе связанным с ковидом. Минздрав республики просит быть внимательнее при наборе номеров 122 и 112. Номер 112 остается единым номером для вызова скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Рентгенограмма остается самым быстрым и доступным способом диагностики различных заболеваний. Со временем сфера радиологии совершила большой скачок в развитии. В медицине появляются новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. В наши дни по всей Якутии на передовой борьбы с коронавирусом в кабинетах рентгенографии трудятся медработники. Этот труд достоин самого высокого признания и уважения. 7-8 ноября рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник. Рентгенология – это профессия такая, что мы должны не только знать, как говорится, свои медицинские заболевания, анатомию нормальную, патологическую анатомию. Мы должны владеть и программным обеспечением, и быть немножко инженерами, потому что технологии не стоят на месте. У нас за 20 лет рентгенология вообще шагнула на несколько вперед. Вот как цифровые технологии, программные технологии у нас быстро-быстро развились, вот точно так же и развилась рентгенология. С сегодняшнего дня все организации начали работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений. Магазины, спортивные залы, культурные учреждения работают в обычном режиме. Единственное нововведение – объекты общепита будут работать до 23 часов. Во всех заведениях вход строго по предоставлению подтверждаемых QR-кодов, либо свежих ПЦР-тестов, действующих 72 часа, или при наличии справки с QR-кодом от медорганизации о перенесенном коронавирусе в течение полугода.
Также в столице школы и детские сады начинают работать в очном режиме. Районы, где наблюдается сложная эпидситуация, принимают решения на местах самостоятельно. Например, это торговые центры, в которых мы, например, сейчас находимся. Кроме того, к этому уже до этого были введены в отношении объектов культуры, спорта, а сейчас и ряда услуг, например, гостиничный, турбизнес, бани, сауны, парикмахерские тоже будут работать только с допуском граждан по предъявлению QR-кодов. В отношении несовершеннолетних граждан действительно допуск разрешается только в сопровождении взрослого совершеннолетнего гражданина. Это может быть родители или представляющие их интересы граждане, опекуны. А что касается несовершеннолетних граждан, для них, конечно же, QR-код не требуется, но самое главное быть в сопровождении взрослого гражданина. Более 10 резидентов, 3 года практики и новые бизнес-проекты. Бизнес-инкубатор Ленска успешно справляется с работой. В свободное плавание в скором времени отправятся первые выпускники. Кому нужен бизнес-инкубатор и что дают его услуги начинающим бизнесменам? Об этом узнала Анна Кожевникова. Колыбель для начинающих предпринимателей. Именно здесь набираются опыта молодые бизнесмены, прежде чем стать матерыми акулами в своей деятельности и понять, есть ли предпринимательская жилка и не прогореть. Неплохо на стартовом этапе иметь поддержку и льготы. Для этих целей в России созданы бизнес-инкубаторы, даже в таких маленьких городах, как Ленск. Это сопровождение бизнес-проектов в течение 3 лет. Именно столько занимает процесс бизнес-инкубирования. Помимо этого, льготная аренда помещений. Бизнес-инкубатор – именно то место, где начинающий предприниматель может получить комплексную поддержку. Также на базе бизнес-инкубатора размещается центр «Мой бизнес». Здесь оказывается поддержка не только начинающим предпринимателям, но и уже опытным. И эту поддержку высоко ценят новички. Например, логопед-дефектолог, недавно открывшая свой кабинет в бизнес-инкубаторе. В бизнес-инкубаторе я уже практически месяц, и мне очень нравится здесь, и не только мне, но и детям. Здесь больше пространства, мы можем здесь побегать, попрыгать. И очень удобно, что родители могут и посидеть внизу на удобных диванах. Также привлекает и сама аренда, и размещение. Можно сказать, скоро здесь будет практически центр нашего города. Ну а первые резиденты, которых уже в течение 3 лет ведет бизнес-инкубатор, сегодня твердо стоят на собственных ногах и готовы пуститься в свободное плавание. Постоянно устраивают мастер-классы какие-то очень полезные. Да, вот недавно один из последних был по финансовой грамотности. Далее здесь также можно полностью воспользоваться конференц-залом для каких-то своих мероприятий личных. Также нам выделяется здесь проектор постоянно. Сами руководители бизнес-инкубатора также нас постоянно поддерживают. Этот резидент постоянно пополняет спектр своих услуг по доп. Образованию. Благодаря Наталье ленчанам стали доступны такие IT-технологии, как нейрогарнитура, которая позволяет силой мысли управлять процессами памяти. В диковинку для нашей провинции первый опыт одного из резидентов бизнес-инкубатора «Сити-фермы». Сити-фермерство сегодня популярный мировой тренд. Он активно развивается в России, особенно в Якутии. Ведь у северян всегда не хватает витаминов, а в микрозелени их содержится гораздо больше, чем во взрослых культурах. Например, это редис. По вкусу не отличается от того, что растет у нас в огороде. Всего на базе бизнес-инкубатора работают 11 резидентов, 6 из них самозанятых. В те редкие периоды, когда снимают ограничительные меры, руководство бизнес-инкубатора проводит различные мастер-классы, видеоконференции и прочие реальные и виртуальные встречи с маститыми бизнесменами республики. Ведь пандемия сама по себе сказалась негативно на всем предпринимательском сообществе, а по начинающим ударила основательно. Но резиденты бизнес-инкубатора это время переживают легче, имея такую колоссальную поддержку. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. Перепись населения на сайте госуслуги продлена до 14 ноября. Жители Якутии, как и все россияне, получили дополнительную неделю. С предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили представители Росстата. Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Предварительные итоги переписи появятся в апреле следующего года, а окончательные данные опубликуют в 4-м квартале 2022 года. В
преддверии Дня памяти сотрудников органов внутренних дел торжественно возложили цветы к мемориалу упавшим за справедливость. С ветеранами и семьями погибших при исполнении служебного долга встретился министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко. За всю историю существования органов внутренних дел в регионе на боевом посту погибли 178 стражей правопорядка. Под патронажем находятся более 50 семей сотрудников. Помимо почитания и воздаяния памяти и чести, сотрудники МВД на постоянной основе оказывают посильную помощь родным погибших бойцов. Наши коллеги, которых мы знаем, со всех служб, и с уголовного розыска, и с ППС, и с ГИБДД, это независимо от службы. Человек в форме. Раньше мы были милиция, сейчас сотрудники полиции. Они не задумывались. В решительный момент делают этот шаг, по которому нам, к сожалению, теперь приходится каждый год отдать им дань памяти и уважения, то, что мы их помним всегда. Есть люди, которые находятся на инвалидности, вот инсульты перенесли, оказываем медицинскую помощь, материальную помощь, договариваемся с медицинскими учреждениями, чтобы их осмотрели врачи, поместили их там внепланово. И ребята, помимо членских взносов, еще собираем, когда срочно нужно, даем клич в группе Союза ветеранов уголовного розыска, и ребята скидываются, то сколько может. День пианиста отметили в Якутской детской школе искусств. Воспитанники сыграли несколько известных произведений. Владели искусством игры на фортепиано такие маэстро, как Чайковский, Шопен, Рахманинов и многие другие виртуозы. Мастер современности Денис Мацуев – человек, который известен далеко за пределами нашей страны. День пианиста совпал и с началом уроков. После ковидных ограничений в ДШИ массовые торжества в связи с эпидобстановкой проводить не стали. Но на следующий год сотрудники школы планируют организовать фестиваль фортепиано. Еще одним событием стал юбилей наставника музыкантов. Вот в этот день принято благодарить своих наставников, учителей, да, и я пользуюсь случаем, вот мы хотим поздравить нашего наставника во всех смыслах этого слова, Юнону Михайловну Пхолову, это профессор, заслуженная артистка России, профессор, да, уже, как я сказал, и вот сегодня удивительным образом, вот для нас, якутян, ее юбилей вот совпал вот с Днем пианиста, это, конечно, очень удивительное совпадение, и мы поздравляем Юнону Михайловну и желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и творческих успехов. К этому часу это вся информация. Увидимся чуть позже.